Микроскопическая камера увеличивает изображение в несколько раз и выводит его на экран монитора. Так хирурги контролируют все свои действия. Новый стенд биологического происхождения вводят в организм человека, как и металлический. Но главное отличие – через 2 года от него не остается и следа. Народное тело полностью рассасывается, кровеносный сосуд тем временем возвращается в здоровое состояние. Патологию лечили и раньше, но сегодня наши врачи применяют новую технологию. Вот мы с вами видим 2 катетера, которые установлены в правую коронарную артерию и в левую коронарную артерию. Вот это правая коронарная артерия. Из нее коллатерали вышли в бассейн левой коронарной артерии и частично заполняется левая коронарная артерия. Вот здесь зона окклюзии. Мы сейчас попытаемся через проводники из этой артерии войти в правую, подойти ретроградно, то есть сзади подойти к зоне стеноза и окклюзии. И чисто ретроградно открыть эту артерию и поставить туда стенд. Тимур Интербиев операцию на сердце проводит уже не 1-й год, но такой сложности еще не было, признается врач. О значимости этого момента говорит и количество врачей в операционной, среди которых и заведующий кафедрой сердечно-сосудистой хирургии РУДН Заур Шугушев. Сегодня мы сделали 4 операции пациентам с хроническими окклюзиями в сердце. Это новый этап становления рентгено-эндоваскулярной службы в Чеченской республике. Госпиталь ветеранов войн стал местом проведения самых сложных операций на сердце. Все они делаются впервые на Северном Кавказе. Мы уже больше 2 лет сами делаем коронарографию. И на эти процедуры людям не надо специально ехать в Астрахань, Волгоград. И даже чтобы подставить стенд, там однокамерный, двухкамерный кардиостимулятор, тоже не надо нам туда ехать. Потому что врачи над собой очень работают. В любое время, когда к нам поступает больной с инфарктом миокарда, значит, стараются, чтобы дальше не развился этот инфаркт, смотрят все сосуды, значит, ставят стенты дальше, чтобы сердце хоть какая часть его работала. В этом плане, конечно, надо еще больше нарастать работу, иначе больных у нас, к большому сожалению, по республике очень много сердечно-сосудистых заболеваний. Глава государства Владимир Путин объявил 2015 годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По данным Всемирной организации здравоохранения, именно это заболевание является причиной смерти 7 миллионов пациентов каждый год. Если раньше самым молодым на операционном столе считался человек в 45-летнем возрасте, то сейчас на боли сердца жалуется даже молодежь. И несмотря на то, что в республике есть все для оказания специализированной медицинской помощи больным сердечно-сосудистого профиля, медикам предстоит большая работа по профилактике. Не менее важно, чтобы каждый пациент осознавал влияние образа жизни на собственное здоровье. Динара Мурадова, Муслим Типаев, Дауд Куруев. Новости.